Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. Якутский музыкальный колледж имени Марка Николаевича Жиркова, основанный в 1948 году, является одним из старейших учебных заведений города Якутска. Колледж по праву славится богатой историей, замечательными традициями, многими поколениями педагогов и наставников, и, конечно, плеядой выпускников и студентов. Сегодня у нас в гостях Розалия Давлетова, заместитель директора по учебной работе музыкального колледжа. Розалия Рашитовна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о вашем учебном заведении, по каким направлениям вы готовите специалистов? Якутский музыкальный колледж имени Марка Николаевича Жиркова готовит специалистов по 6 специальностям. Мы уже выпускаем 78-й выпуск. И специальности, по которым мы обучаем, их 6. Да? Первое – это инструментальное исполнительство. Такие специализации, как фортепиано, струнные инструменты, это скрипка, альт, виолончель, контрабас, духовые инструменты и ударные, оркестровые. Это кларнет, саксофон, труба, тромбон, фагот, ударные инструменты, флейта, может, кого-то еще не назвала, да? Инструменты народного оркестра, это такие, как домбра, балалайка, баян, аккордеон, гитара. Также такие специальности, как вокальное искусство, это именно академический вокал. Сольное и хоровое народное пение, это у нас фольклорное отделение, где обучаются игре на хомусе, народному пению, различным видам инструментального исполнительства, таких на карымпе, например, хомусе. Также хоровое дирижирование. Ребята после него становятся дирижерами хора, руководителями вокальных ансамблей. Отделение теории музыки – одно из самых интересных отделений, сложных. Да? Это будущие музыковеды, музыкальные критики, корреспонденты музыкальные могут тоже быть они. И последнее отделение – это музыкальное искусство эстрады. Если по всем отделениям у нас есть бюджетные места, то музыкальное искусство эстрады – это эстрадное пение и инструменты эстрадного оркестра. Там обучение платное, бюджетных мест не выделяется. Всех абитуриентов, конечно же, встречает, да, вступительное испытание. Расскажите про творческий этап этих испытаний, которые должны пройти все абитуриенты. Да, конечно, у нас специализация такая, что необходимы музыкальные способности, и без экзаменов вступительных мы принять, конечно, не можем. На всех отделениях у нас те ребята, которые закончили музыкальную школу, они проходят 2 вступительных испытания. Это творческий экзамен по своей специальности, у каждого свои требования, сольфеджио. И для всех получается еще собеседование, тестирование по русскому языку и литературе у нас идет обязательно. Ребята, которые поступают без музыкальной подготовки, на некоторые отделения мы таких ребят берем с хорошими голосовыми данными, с хорошими музыкальными способностями, чувством ритма. Сразу скажу, что на фортепиано, скрипку, альт, виолончель и теорию музыки мы берем только после музыкальной подготовки. На все остальных мы можем принять. И тогда они проходят творческое испытание, именно показывают свои голосовые данные, проверяется музыкальный слух, чувство ритма и их артистические способности, допустим, на вокальное отделение, на сольное, народное, то есть произношение, подача себя и так далее, тоже все это входит в творческий комплекс. Многие абитуриенты, конечно же, приезжают из районов нашей необъятной республики. Расскажите, есть ли у них общежитие, да, как вообще техникум встречает? Музыкальный колледж своего общежития не имеет, но у нас есть места в общежитии индустриально-педагогического колледжа на Халтурина. То есть там стараемся поселить, конечно, всех ребят, но в первую очередь, конечно, это будут ребята, которые из дальних улусов, которые социально защищенные. Это инвалиды, это сироты, это те, которые с неполными семьями, малообеспечены, в первую очередь, конечно, они. Но мы стараемся обеспечить все, такого не было, чтобы у нас прям совсем не было мест. Да, давайте перечислим, какие необходимые документы для принятия, да, студентов. Для того, чтобы поступить в музыкальный колледж, нужно именно заявление определенной формы, которое у нас висит на сайте. Обязательно аттестат, оригинал 9 класса, потому что мы принимаем после основного общего образования. 4 фотокарточки 3×4 и паспорт.
Первая страничка и с пропиской. Стандартный перечень. Стандартный СНИЛС, потому что без СНИЛСа мы не можем внести в федеральную систему физгеоприем документы. Да, расскажите, пожалуйста, еще и о трудоустройстве выпускников. Где же они сейчас трудятся? Наши выпускники, они везде востребованы. Во-первых, это детские музыкальные школы, школы искусств республики. Очень не хватает специалистов, таких как особенно фортепиано, теоретиков не хватает баянистов, не хватает струнников. То есть это обеспечение именно кадрами музыкальной школы республики в первую очередь. Во-вторых, наши музыканты получают квалификацию артист. Это артисты-солисты, артист ансамбля какого-то, артист оркестра. И наши ребята, можно сказать, как бы являются основным костяком оркестра театра оперы и балета, хора театра оперы и балета, известные солисты, тоже наши выпускники. Потом театр танца, оркестр, филармония и оркестр, и хор, оркестр эстрадный цирка. То есть вот все, где требуются музыкальные специальности, наши ребята. Плюс это клубы в улусах, где они могут быть руководителями народных коллективов, вокальных коллективов, эстрадных коллективов. То есть это очень много распространено разных кружков в клубах, и они там тоже. Действительно большой выбор Большой профессий. выбор, да. Угу. Расскажите еще о том, что студенты ваши активно участвуют в различных конкурсах во время обучения. Да, у нас проводится очень много ярких различных мероприятий. Мы сами проводим музыкальные конкурсы, которые профессиональные. При этом хочу обратить внимание, что ребята, которые участвуют в этих конкурсах и становятся лауреатами, они могут поступить к нам без творческого испытания. Мы даем такой сертификат, приглашаем на поступление к нам. У нас есть конкурсы свои личные и на народном отделении, и на духовом отделении, и на фольклорном, и на вокальном отделении. Это именно специализированные конкурсы, которые ребята с удовольствием могут даже без музыкальной подготовки поучаствовать. Так, во-вторых, очень много различных международных, всероссийских, республиканских конкурсов, в которых принимают ребята участие. Так, например, в 2025 году наш ансамбль «Дархан», фольклорный ансамбль, стал лауреатом первой степени в Монголии в конкурсе международном. Ребята становятся дипломантами в конкурсах в Москве, Владивостоке, в Казани. То есть и выезжают, и дистанционные конкурсы. Ну, вот выезжать, конечно, сложновато, но есть ребята, которые выезжают, смелости набираются, становятся лауреатами, дипломантами. Республиканские конкурсы — это очень многие ребята наши берут гран-при, становятся обладателями гран-при. Опять же говорю, это именно профессиональные конкурсы различные, и фольклорные, и народные, и вокальные, и хоровые. Вот не сказала про хоровое дирижирование, да, вот ребята могут становиться как преподавателями различных студий. Многие из наших ребят открыли свои вокальные студии, где обучают и фортепиано, и теоретические знания дают. И также наши ребята могут преподавать в обычных образовательных школах, учителями музыки, музыкальными руководителями становиться. То есть взаимосвязь между учреждениями всегда у нас происходит. Кроме того, у нас очень много разных мероприятий, связанных именно с просветительской деятельностью. Наши ребята выезжают с концертами. У нас очень много концертов проходит в самом колледже. Пользуясь случаем, хочу пригласить жителей города Якутска, молодых ребят, посещать наши концертные мероприятия, потому что это очень интересно. Да, действительно, ваш колледж — подтверждение тому, что о Якутии знают во всем мире. И действительно, у колледжа вашего есть множество выпускников, которыми вы гордитесь. Да, расскажите о некоторых из них, пожалуйста. Ну, то, что абсолютно все, наверное, заслуженные артисты республики, особенно вокалисты, и народные инструменты, и духовые — это большая часть выпускники колледжа, такие как Айталина Адамова, Марина Силина, Екатерина Захарова, которая сейчас является примой солисткой театра, Алексей Иванов, там, Бучугусов Петр. То есть, если перечислять всех ребят, они почти все прошли через музыкальный колледж. У нас есть еще ребята, которые работают за пределами. Вот в этом году, например, закончил обучение в консерватории Московской, вокалист, выпускник вокального отделения,
Пекутский Дмитрий. Это вот класс преподавателя Валентины Ивановны Колодезниковой, один из известнейших педагогов республики, у которой хорошая очень вокальная школа, в которой все стремятся попасть, наши вокалисты. Вот. Очень ждем его сюда, но, конечно, посмотрим как, потому что у него там и жена, и как бы уже семья. Но очень ждем его в Якутск. Очень хотелось бы увидеть в родных пенатах, потому что очень многие выпускники становятся преподавателями музыкального колледжа. У нас больше 90% это наши выпускники, которые возвращаются к нам. Вот, например, недавно вот приехали молодые теоретики, музыковеды. Это музыковед Наговицына Анастасия, Петрозаводскую консерваторию закончила. Композитор Сардана Заровняева, то есть Уфимский институт закончила. То есть они возвращаются к нам. Сейчас могу уже тоже сказать, что в Казанскую консерваторию поступила девочка-народница Домриска, класс преподавателя Марии Валентиновны Ивановой, Нария Николаева, вот с успехом сдала все экзамены. В Петрозаводскую консерваторию тоже поступили. Вот мы тоже ждем их обратно. Неплохой композитор в этом году закончил у нас Сергей Скребыкин, который известен уже на республику. Он и сам музицирует, играет на баяне, и очень много произведений его исполняется уже. Вот он поступил в Уфимский институт. Ну и в завершение нашего с вами диалога, ваши пожелания абитуриентам. Я думаю, что после нашего с вами разговора желающих поступить в колледж будет гораздо больше. Дорогие ребята, мы вас ждем. Мы очень рады будем видеть вас в стенах нашего музыкального колледжа в качестве наших студентов. У нас очень интересная студенческая жизнь. Ребята занимаются и учебной деятельностью, и сами ведут уроки, и выезжают в различные учебные заведения, различные организации с концертами, с какими-то лекциями и со всем остальным. То есть очень ждем вас. Будем надеяться, что вы проявите свои творческие способности, заинтересуетесь музыкальным колледжем. Ну и вперед! Очень насыщенная студенческая жизнь ожидает всех студентов, да, которые к вам поступят и которые учатся по сей день. И действительно после завершения обучения зажгутся новые наши якутские звезды, правильно? Будем очень на это надеяться. Спасибо вам большое. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи.